Рахмон когда-то навлечет на себя гнев мирового сообщества. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Представитель международной неправительственной организации Freedom House заявила, что правительство 38 стран мира, в том числе Таджикистана, делает все возможное, чтобы подавить критические голоса представителей национальных общин и диаспор. Яна Гороховская, директор по стратегии исследования Freedom House, 6 апреля написала, что на конец 2022 года правительства 38 стран применили репрессии в отношении своих граждан в 91 стране мира. По ее словам, власти этих стран попытались заглушить критические голоса представителей диаспор и национальных общин, в том числе посредством убийств, нападений, задержаний, незаконной депортации и выдачи. В новом докладе Freedom House о транснациональных репрессиях в 2022 году говорится о 854 инцидентах, связанных с расправой над находящимися за пределами страны гражданами. По данным правозащитников, больше всего репрессий применялись властями Китая, Турции, России, Египта и Таджикистана. На них приходится 63 инцидента, всех инцидентов, зарегистрированных с 2014 года. Яна Гороховская пишет, что власти Таджикистана в 2022 году использовали свои старые связи с Москвой для преследования находящихся в России памирцев, уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области. По ее данным, после подавления майских протестов в Гбао 11 уроженцев региона, активисты памирской диаспоры были похищены из России таджикскими спецслужбами и доставлены в Душанбе, где их приговорили к различным срокам тюремного заключения. Среди них Арас и Рамзи Вазирбековы, которые исчезли из московского аэропорта Домодедово в ночь на 29 июля. На следующий день на видео, которое было опубликовано в воскресенье на YouTube-канале под названием Бехдошт ТВ, они заявили, что добровольно приехали в Таджикистан, и здесь им сообщили, что у следственных органов есть несколько вопросов к нему в связи с событиями в городе Харок. В начале ноября суд города Душанбе приговорил Араза Вазирбекова к 16 годам, а Рамзи Вазирбекова к 13 годам лишения свободы. И это не единичный подобный случай. В прошлом были похищены или депортированы из России гражданские активисты, правозащитники Максуд Ибрахимов, Карамат Шарипов, Иззат Амон и другие критики режима Эмомали Рахмона. Месяц назад Freedom House в отчете «Свобода в мире-2023» признала Таджикистан несвободной стороной с авторитарной политической системой наряду с КНР, Турцией, Россией и Египтом. Власти Таджикистана не отреагировали на отчет Freedom House. Тем временем в последние месяцы высокопоставленные таджикские чиновники заявляют о решении вопросов, связанных с ситуацией с правами человека в стране. В докладе уполномоченного Таджикистана по правам человека, опубликованном в начале года в качестве успеха в области прав человека, указываются возвращение из Сирии граждан Таджикистана 146 женщин и детей, а также принятие закона о борьбе с дискриминацией в июле 2022 года. Однако в докладе не упоминается о подавлении протестов в Гбао в мае 2022 года и приговорах в отношении 7 таджикских журналистов и блогеров. В ходе спецоперации силовиков в Хароге и Рушане десятки человек были убиты, более 100 участников акций протеста задержаны. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, мир как-то сможет повлиять на Эмомали Рахмона или нет? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.